Устройство для просмотра порно и удобного употребления метамфетамина. Что может быть лучше, чем кирпич на 10,2 дюйма у вас на рабочем столе? Когда я собирался делать обзор на iPad 2020, моя реакция была примерно вот такая. Да нахуй он мне нужен, ёбаный в рот, он мне, блядь, надоел уже, ёбаный в рот. Но мне перепала возможность попользоваться им чуть больше, чем 2 дня, и я стал фактически обывателем этого устройства. И, конечно, когда я увидел функционал, который может выполнять это устройство, я решил немножечко завалить ебало, потому что более удобного девайса для выполнения повседневных задач, ну просто не существует. Ура! Килл! Туда эти победы! Оказалось, что iPad'у можно найти еще с десяток применений, помимо чтения книг и просмотра ютубчика. К примеру, за счет его размеров его можно использовать как второй монитор, но об этом я расскажу чуть позже. В общем, iPad за эти пару дней стал моим неотъемлемым помощником в решении базовых и повседневных задач, которые раньше я решал с помощью телефона или компьютера. Сегодня мы кратенько пробежимся по основной составляющей iPad 2020 года 8 поколения, который на старте стоил 30 тысяч рублей, что для Apple ну просто нонсенс. Начать стоит с того, что этот iPad не сильно отличался от своих предыдущих поколений, то бишь 7 и 6. Подобный дизайн у Apple через тернии к звездам был проверен и временем, и пользователями, и другие юзеры ничего особо не просили. Хотя на момент его выхода, а это 2020 год, Samsung и Xiaomi уже по меркам вот этого iPad делали безрамочные устройства. Но почему же все равно люди склонялись больше к iPad? Первое — это система. Как я уже и говорил, iPad проверен не на словах, а на деле. Это прежде всего очень долговечный аппарат, который прослужит вам явно дольше, чем какой-нибудь iPad от Xiaomi, которому и года-то нет. Устройство прошло через такое количество доработок, что доверие общественности к нему, конечно, больше, чем к какому-то ноунейм iPad. Второе — это, как бы то ни было страшно, Apple монополист в мире планшетов, потому что нормальной заменой, которая будет хотя бы сравниваться с тем функционалом, который есть в iPad, ну это разве что только Samsung, и то они не так долго проживают. Поэтому найти реально достойного конкурента iPad'у очень тяжело, а уж тем более того, кто его превосходит. В совокупности мы получаем такую картину, что и конкурентов у него особо-то и нет. В этом поколении Apple решили сжалиться над нами, плебеями, и положили 20-ваттный блок зарядки и Type-C на Lightning провод, что стало ну просто какой-то революцией в мире айпадов, потому что прошлые поколения поставлялись с 12-ваттным абрыганским говном, которое заряжал iPad несколько часов. Вообще, я очень сильно хотел выебнуться на коробку, потому что она здесь действительно не по-эпловски дешевая, но устройство стоит 30 тысяч рублей, поэтому я могу только закрыть свой рот. Материалы корпуса очень приятные, самый базовый, переработанный во имя экологии, ну или же во имя заработка Тим Кука, алюминий. Но если честно, я считаю, что алюминий в iPad это некая база, и каких-то других материалов в ним я вообще не представляю, разве что только стеклянную заднюю панель. В общем, это какой-то некий стандарт, и он как-то уже приелся. Вы можете подумать, что я больной, и, наверное, правильно подумайте, но мне очень нравятся старые рамки в iPad'ах. Может, я просто тупой старпер, которому нравится все старое, а может, я просто долбоеб. Но давайте я попробую объяснить вам свою позицию. Я пробовал новые iPad'ы с убранной кнопкой Touch ID и уменьшенными рамками, и при просмотре какого-то контента в целом у меня очень сильно на нем болела голова. Возможно, это дело привычки, но дело явно не в разрешении, а именно в размере картинки. А здесь ваши руки ложатся ровно на рамки, и все в целом очень четко работает. Возможно, это прям субъективщина, но как-то так. Кстати, из-за того, что корпус iPad сделан из алюминия, он приятно пропускает ток и вибрирует при касаниях, когда вы его заряжаете. Это очень крутая фишечка. В iPad установлен старый, примитивный, древний, доисторический Touch ID. Еще с механической кнопкой, то бишь она вот, ну реально кнопка. Опять же, из поколения в поколение передающаяся технология, которая работает безукоризненно. Лично мне от этой кнопки ни горячо, ни холодно, но много кто на нее жаловался и говорил, что это относит айпады вверх динозавров. Весит устройство 490 грамм, и пользоваться им на весу не доставляет никакого дискомфорта. В iPad 2020 устанавливался новый, старый A12 Bionic, который устанавливался в серию XS, XS Max и XR в 2018 году. По сей день его железо, конечно, не с запасом, но с натяжечкой хватает на выполнение всех задач, которые вам только нужны. Будь то играть в игры, рисовать, я не знаю, работать, как-то монтировать даже что-то можно.
iPad до сих пор чувствует себя просто отлично, он поддерживает Apple Pencil первого поколения, к нему можно подключить Magic Keyboard и в целом просто работать. Хоть процессору и 6 лет, но до сих пор он показывает неплохие результаты. К примеру, вы сможете комфортно поиграть в PUBG Mobile в 60 кадров даже не на низких и не на средних настройках. Проблема только в том, что играть на iPad особо и не во что. Все тайтлы, которые имеют нормальный сюжет, тянет каждый практически ведро, а какие-то супер требовательные игры, ну их просто в целом нет. Кстати, iPad в силу своих лет греется довольно сильно, но в отличие от своих коллег по цеху, он не снижает яркость, когда нагревается, и это огромный плюс этого устройства. Абсолютно всегда одним из главных плюсов iPad'ов была автономность. Потому что люди заряжали их раз в 2 дня и пользовались ими эти 2 дня вообще безукоризненно, решая все свои бытовые задачи. И этот iPad не исключение. Правда, сейчас он растратил свои способности держать батарею из-за того, что ему уже довольно много лет. Но в целом я его практически с зарядки и не снимаю, потому что он работает у меня как третий монитор. Сейчас я специально для пользователей iPad'а покажу, как это сделать. На компьютер вам нужно скачать программу Space Desk и установить сетап. Такую же программу вам нужно скачать в App Store на iPad. После заходим в приложение Space Desk и настраиваем его с iPad. Делаем разрешение, герцовку и так далее. Дальше нажимаем кнопочку Connection либо по Wi-Fi, либо по проводу. Вуаля, у вас есть второй или третий в данном случае монитор. Причем монитор абсолютно полноценный, он поддерживает даже сенсорные касания. То бишь виндой можно управлять буквально жестами с iPad. На iPad в повседневной жизни я вывожу YouTube, Telegram и прочие мессенджеры, которые занимают очень много места на втором мониторе, на котором вообще, когда я работаю, должна располагаться только основная информация. Вообще 80% всего устройства это система, и от того, какая хорошая она будет ли она плавная, зависит вообще 90% ощущений от устройства. На iPad 2020 поддерживается последняя iPadOS 18. Невероятно удобная система, очень плавная, по факту просто iOS, переконвертировавшийся на iPad. Все те же красивые анимации и та же скорость работы. Кстати, в последний iOS и iPadOS добавили интересную функцию с настройкой iPad. Если у вас есть iPhone, вы можете просто приложить его к iPad и буквально сразу же передать ему весь Apple ID, все настройки и синхронизацию. Кстати, о синхронизации и экосистеме. Какое же было приятное ощущение, что все мои заметочки, фоточки, пароли и всякие другие мелочи с точностью до 2021 года перенеслись на мой iPad. Вроде мелочь, а для обычного пользователя это огромнейший плюс в пользу выбрать, к примеру, iPad вместо другого планшета. Больше не нужно перекидывать тонны текста из заметок в другие заметки. Все синхронизируется. Написали в каком-нибудь айфоне, то же самое сохранилось и на iPad. Про систему еще можно много чего сказать, но это тема на отдельное видео. До того, как я стал пользоваться iPad'ом на постоянной основе, я думал, что камера у него чисто символически, она абсолютно не нужна. Потому что, ну как бы, зачем? Но в повседневной жизни за пару дней у меня произошло столько задач, где нужно что-то замерить, сфотографировать и так далее, что я пользовался только iPad'ом. Камера в iPad, конечно, вообще не лучшая, Full HD 30 FPS, но с самыми базовыми задачами, что-то важное сфоткать, рулеткой померить или лупы приблизить, отлично справится. Если подводить некий итог, iPad 2020 идеальный аппарат для повседневного использования где-нибудь на рабочем столе или если вы лежите на диване. Он до сих пор справляется со всеми нуждами юзеров и соответствует абсолютно всем стандартам в 2024 году. Несмотря на то, что iPad уже через пару лет перестанет получать обновление нового iPadOS, он все равно остается актуальным. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А также не забывайте про мой телеграм-канал, в котором я часто разыгрываю ТГ премиум и в скором времени буду разыгрывать технику, к примеру, с обзоров. До скорых встреч!